Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Дорогие мои зрители, гости, подписчики, всех вас хочу поблагодарить за ваши лайки, за ваши хорошие добрые комментарии, за ваши донаты. Земной вам поклон. Давайте сегодня погадаем на вас и на вашего бывшего. И узнаем, есть ли у него чувство к вам, думает ли, вспоминает, и будет ли он восстанавливать отношения. Загадайте, пожалуйста, на мужчину и давайте посмотрим. Я думаю, все уже настроились. Я попрошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Все высшие силы вводят моим рукам. Пусть откроют то, что сейчас закрыто. Услышите, узнать. Ой, сразу хочу сказать, тут будущее ваше прорисовалось, причем совместное. Да, мои хорошие девочки. Смотрите, по поводу мужчины. Мужчина здесь проходит какую-то жесткую трансформацию. У него сейчас не самый лучший период в жизни. Столкнулся он с какими-то серьезными обстоятельствами, проблемами, дилеммами. Неважно. Важно то, что он сейчас усиленно работает. Работает над собой, над своими проблемами и над тем, чтобы поменять свою жизнь. Чем больше он над этим работает, чем больше он задействует это свое серое вещество, тем чаще он думает о вас, тем чаще он вспоминает, что было, что он потерял. Возможно, сейчас он не один, возможно, рядом с ним есть другая женщина, может быть, семья даже у него какая-то там есть. Вот. Но он себя чувствует абсолютно одиноким человеком, ненужным, выброшенным из жизни, ну такой, знаете, сам по себе, вот, перекати поле. Вот не к чему привязаться, нет корней. Не смог он с той другой женщиной пустить корней. Смотрите. Там женщина ему вообще пустая идет. Пустая абсолютно. Может быть, она и не семья ему. Может быть, у нее ребенок есть, и она вот типа там пытается с ним играть в эту семейную историю. Но там мне не очень нравится другая женщина. Это то ли ее мать, то ли его мать, которой свои планы, но там какой-то очень сильный материальный интерес проходит. Вот. Сейчас этого мужчину, знаете, доят все, кому не лень. Вот так вот. А он похож на такую, знаете, истощенную корову, которая уже просто изнемогает от того, что с ним происходит. Смотрите, мои хорошие, чем хуже ему в жизни становится, тем чаще он думает о вас. Почему? Потому что вы ему снитесь. В его памяти, на подкорочке, да, у него записались ваши отношения. Причем, когда у вас все было замечательно, вот романтика, да, близость, вы его очень пополняли энергетикой, вы давали ему сил, вы вот, поддерживали его. Он от вас столько много добра получил, столько много позитива, прокачался от и до. А сейчас неоткуда это брать. Вот закончился ресурс. И вот ему его подсознание показывает вас во снах, да, картинку, где все было замечательно, где ты чувствовал себя просто королем, да, королем, там, властелином вселенной. Такие вот подсказки ему отправляют. И он начинает думать, он начинает вспоминать, он думает, чем больше он о вас думает, тем больше вот чувства, да, вот сердце начинает активно включаться, да, вот он начинает сравнивать, вот что я чувствовал тогда, что я чувствую сейчас. И вот это сравнение заставляет этого мужчину искать вас, искать, вот прям, знаете, как человек, который хочет пить, он ищет источник воды. Вы для этого мужчины источник воды. Я не удивлюсь, что этот мужчина где-то уже вокруг вас ходит, подсматривает за вами в интернете, наводит о вас справки. В принципе, да, вот прям так интересуется вашей жизнью, где вы, с кем вы, кто с вами рядом. То есть ему все интересно. Ему очень хочется опять войти в вашу жизнь. Я не могу сказать, что он вас любит. Это больше как идет, но это даже не влюбленность, это нечто вот связанное, опять же, да, вот вы для него ресурс.
ресурс. Но это сейчас, его восприятие сейчас, что вы ресурс, что с вами хорошо, надо к вам, надо этим ресурсом пополняться, надо себя немножечко как привести в норму. Но с другой стороны, сердце ведь не обманешь. Чувства были у него к вам, и были чувства сильные, но он в себе их подавлял. Подавлял по той причине, что он испугался любви. Может быть, никогда не любил. Может быть, в принципе, любовь для него это такое, знаете, пустой звук. Там, история для детей, да, там, для совсем юных людей. Вот. Он себе любовь подавил в то время, когда вы были вместе. Больше как на себя был ориентирован. Но вот она уже посеяна, любовь я имею в виду, да, посеяна в его сердце. И вот опять вот эти вот зернышки не начинают пробиваться. Вот он что-то чувствует, он не понимает, что это. Постоянно какое-то волнение. Он о вас подумал, его опа, в жар кинуло. Проклевывается эта любовь, проклевывается. Пока еще ее нет, но тем не менее начало положено. Мои хорошие, у вас будет с ним встреча скоро. И вот эта встреча все решит. Все решит одна лишь только встреча, один лишь только взгляд. Даже без разговора, взгляд. Вот глазами встретитесь, и все станет понятно. Знаете, что я еще по вам скажу? Тут интересно немножко так вышло. Вы в какой-то момент в прошлом его очень сильно за что-то вот прям зацепили, да, задели его чем-то. И на нем, вот энергетически, да, если посмотреть на этого мужчину, на нем прям ваша отметинка стоит, да, вот как заклеймили вы этого человечка, этого мужчину. И вот эта отметинка, она не только его влечет к вам, но и вас к нему влечет. Вы как-то, может быть, очень сильно эмоционально в него вложились, либо те чувства, которые вы испытывали в тот момент, они вот прям, ну вот привязали вас друг к другу, да, души у вас как привязанные идут. Вот и вы его забыть не можете, и он, как бы, получается, вас забыть не может. Смотрите, у вас вот она, встреча идет по дороге. Это будет, ну, как случайно, да, для вас это будет случайно, а для него это будет спланированное. То есть он вас ищет, он ищет этой встречи, и он придумает, либо все так обставит, как будто случайно вы встретились. Ну, вот как бы, да, шел он там по своим делам, вы по своим, и тут опа, привет, привет, встретились. Как-то так идет. Но знайте, что это он постарается, чтобы с вами встретиться. Если вам поступали какие-то звоночки с неопределенных номеров, это он вам звонил. Ну, как выпил, да, либо в каком-то вот порыве звонил и сбрасывал, потому что, ну а что я ей скажу? Это надо с тет-а-тет, это надо с глаза на глаз, а по телефону нет. Уважает он вас. Уважает, поэтому вот будет с вами лично встречаться. И здесь вы определитесь. И вы на него посмотрите, и он на вас посмотрит. Но вы будете его оценивать по справедливости. То есть у вас как бы память о нем есть, и у вас чувства к нему сейчас идут по памяти. А он-то к вам привязан. Понимаете, он будет смотреть на вас, он будет смотреть на вашу реакцию, как вы к нему расположены, какая интонация вашего голоса, насколько там ваш взгляд теплый, любящий, либо холодный, суровый, презрительный. Вот все будет подмечать про вас, все абсолютно. И от того, как вы к нему вот будете там в разговоре обращаться, да, либо как вы там диалог с ним поведете, вот так он будет и ориентироваться, что им не делать, как поступать. Но я хочу сказать вам такую вещь, вот он в вашу жизнь входит опять, и он уже из нее не выходит. Он либо, если вы ему откажете, он будет постоянно с вами сталкиваться, искать с вами встречу, потому что ему очень важен с вами контакт, даже если это не тактильный контакт, потому что берет, он от вас берет энергетику. Между вами вот эта ниточка, я уже сказала, да. И если вы ему, например, дадите зеленый свет, то этот мужчина очень быстро, вот прям там давай, и чуть ли там не завтра, послезавтра уже там съезжаемся и живем вместе. Вот так у вас идет. Он на самом деле очень соскучился. Соскучился по вам, по вашей энергетике, ой, по вашим каким-то, не знаю, теплым словам, что-то он прям вспоминает, вот какую-то теплоту и нежность от вас вспоминает. А у вас, девочки, вот правда, у вас какое-то вот
искаженное восприятие на самом деле этого мужчины. Вы любите его по памяти, чувства у вас, вернее, по памяти. Вы его в свое время, слишком многими качествами наделили, что типа он там хороший, добрый, классный, мужественный. На самом деле он не такой. Он обычный мужчина. Вот. Со всеми своими плюсами и минусами. То есть там половину с него там слетит, да, вот этих ваших там воображалок, и вы его увидите вот честно, прямым взглядом через призму, вот какой он есть, без там лишней вот этой блестяшечки, да, которую вы в свое время ему там приклеили, да, на него там посыпали. Вот. Знаете, есть булочки с посыпкой. Вот вы его посыпали этой посыпкой, на самом деле он обычная булочка. Может, даже вообще не булочка, а какой-нибудь там пресный хлебушек, да, батончик. Вот. То есть вы еще будете его оценивать. И знаете, если раньше вы к нему тянулись, вот если вы с ним сойдете, смотрите, вы к нему тянулись, первое всегда вот как-то с ним там на диалог выходили, что предлагали, то вы местами поменяетесь. Он будет к вам тянуться. И еще хочу предупредить, если раньше вы его ревновали, то теперь он вас будет очень сильно ревновать. Вот у вас как перестановка идет. Поэтому, мои хорошие девочки, еще вы с правдой столкнетесь. Вот какой он есть на самом деле. Возможно, вам это и не очень понравится. Так тоже бывает. Но тем не менее, вот смотрите, путь еще ваш не решен, но будущее возможно. Возможно. И он уже вам предлагает. Не вы его ждете, не вы там говорите, ой, давай там туда-сюда, а он. И он настаивать будет на том, чтобы вы сходились, на том, чтобы вы были вместе. Но опять же, при условии, что вы даете ему зеленый свет. Так что все еще возможно, все еще у вас впереди. И еще хочу сказать, да, что он как-то в вас влюбится очень быстро. Вот, вы в его воображении, в его памяти, вы немножечко такая блеклая. Вот. А когда вот вы столкнетесь, вот эти вот пойдут все эти флюиды, феромоны, вы его, как, знаете, как по лбу ударите, да, вот как звезду поймает человек. Он просто будет в шоке, насколько вы все-таки вот вблизи, там рядом, насколько вы классная, насколько вы стали красивая, насколько вы стали уверенная в себе и какая мощная энергия у вас появилась. Он просто обалдеет, когда вот с вами так столкнется. Издалека, оно не так чувствуется, а когда вот рядом, глаза в глаза, все по-другому пойдет. Он еще будет вас заново открывать. Сейчас, либо раньше, да, либо сейчас вы ему кажетесь, такая обычная женщина, простенькая. Конечно же, интересная, родная, там, добрая, но простенькая. Но когда он с вами в ближайшем будущем столкнется, он обалдеет, какая вы стали. Вот, я вам серьезно говорю, вы еще его, знаете, как так в кулечек завяжете, да, и в карманчик положите. И так будет. Но решать и выбирать будете вы. Готовьтесь к тому, что встреча будет отрезвляющая именно для вас, а для него это, конечно, будет шок, вау и потеря прям сознания, да, насколько вы классная. Так что все интересное у вас впереди. Мои хорошие, на этом все. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.